Рабочий визит депутата Государственной Думы Российской Федерации Зарифа Буйгускарова в столицу башкирского Зауралья совпал с самым солнечным и задорным летним праздником – Днем защиты детей. Именно этой теме было посвящено большинство рабочих мероприятий, запланированных депутатом в течение дня. По этой причине осмотр объектов, попадающих под программы комплексного развития и благоустройства объектов инфраструктуры малых городов, народный избранник начал с Центра детского творчества, где развернулась приуроченная к празднику концертная программа. Сегодня мы видим наших прекрасных детей. Это, конечно, как бы не было банально, это наше будущее, но мы должны обратить внимание на их защиту наших детей. Мы то, что возможно от нас зависит, будем принимать все для того, чтобы дети наши были защищены, чтобы у них были условия для проживания, для учебы, для того, чтобы они могли расти достойными гражданами нашего государства. Один из объектов, получивший финансирование по программе развития инфраструктуры малых городов – парк культуры и отдыха. Реконструкция неофициального центра семейного досуга попадает под партийный проект «Парки малых городов» и предполагает софинансирование в соотношении 90% из средств федерального бюджета и 10% из казны муниципалитета. Директор парка Ильгиз Ахмедшин рассказал о работе, которая уже была проведена сотрудниками парка, и поделился планами на ближайшее будущее. Будет обновлен фасад вагончиков и здание именно административного, где будет находиться и лыжная база, и гостиница. И также рассказали, что будет обновлен асфальт, асфальтирование площадки, скамейки будут и освещение, конечно, освещение. И по колесу обзора будет также покраска полностью и реставрация, то есть мы добавим еще и освещение, как светодиодное. Будет иллюминация такая, то есть она будет вечером светиться, будет очень красиво и привлекательно. Мы выразили свою потребность и рассказали свои планы, подготовили проекты и нас поддержали и дали уже, получается, средства для выполнения всех наших потребностей. Не обойдут стороной программы поддержки и объекты жилищного фонда. В список вошли 11 домов, нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий в рамках программы «Городская среда». Среди них 2 двора, располагающихся по адресу Кусимова, 8 и Булякова, 1. Жители микрорайона Восточный жалуются на разбитое асфальтобетонное покрытие и изношенные детские игровые площадки. В этой связи одним из любимых мест для прогулок жителей микрорайона должен стать новый сквер «Юность», обустройство которого запланировано на лужайке, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу «Беркут». Здесь будет у нас по центру прямо спортивная площадка, тренажерные эти элементы будут стоять, 14 штук, эти уличные под навесом. Подготовлены. Они уже есть, они уже в городе у нас. В том дальнем углу будет детская площадка, вот она в укрупненном виде. Со всеми элементами, заборчик тут и в том дальнем углу у нас будет площадка для выгула собак. Глава городской администрации Халид Хамзович Сулейманов выразил уверенность относительно того, что планы по реконструкции данных объектов позволят существенно облагородить облик микрорайона Восточный. Одной из партийных задач, как отметили представители Государственной Думы, является обеспечение равного доступа к культурным ценностям для всех граждан России. С целью сохранить муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь, начал действовать проект «Театры малых городов». Под это определение попадают 2 культурно-досуговых учреждения, действующих на территории нашего города. Это Государственный драматический театр имени Арслана Мубарякова и детский театр «Сулпан». Общая сумма государственной поддержки близится к 8 миллионам рублей. 4 миллиона 600 тысяч выделяемых для театра драмы и 3 миллиона 333 тысячи для театра «Сулпан». Средства в обоих случаях будут направлены на закупку нового оборудования. Сюда входят современные звуковые системы и светодиодно-осветительные приборы. Другая часть денег будет направлена на постановки новых спектаклей и сопутствующие им расходы. Подводя итог состоявшемуся экскурсу, Зариф Закирович обозначил центральную тему своей рабочей поездки и затронул демографическую проблему, существующую в нашей стране. Он подчеркнул высокое значение, которое отводится созданию условий для счастливого детства на разных уровнях власти, и рассказал о мерах поддержки материнства, действующих в нашем регионе. В принципе, во всех отношениях Сибай развивается. Кроме того, по проекту партии «Единая Россия» выделяются денежные средства. Сибай получит 24,5 миллиона рублей по этому проекту. То есть эти деньги будут тоже, в принципе, на развитие спорта, детского спорта, потому что будут детские площадки построены, то есть это будут детские спортивные городки будут сделаны. Это, конечно, будет облагораживать территория придомовая.
города Сибая. В принципе, вот такие работа ведется, и это, конечно, во благо людей, во благо, конечно, детей. Я посмотрел по другим регионам, нет нигде, чтобы вот 30 тысяч рублей выделяться деньги на первого ребенка. Такого нет. Это такая хорошая помощь для молодой семьи, когда дети рождают, чтобы вот поддержать. Поэтому детей должно быть больше, потому что они наше будущее. Поэтому вот я призываю, конечно, и прошу, чтобы дети должны рождаться, чтобы детей было больше, потому что это наше будущее. В завершении рабочего дня депутат Государственной Думы Зариф Закирович провел встречу с населением, в рамках которой подробно обсудил с горожанами наболевшие вопросы и рассказал о законопроектах, которые по его инициативе сегодня рассматриваются в Государственной Думе. Ляна Кириллова, Ренат Музафаров, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.